Депутаты заслушали информацию о ходе следствия заседания парламентского комитета. Памяти журналиста Анатолию Возбо исполнилось бы 85 лет. Фестиваль для детей. Конкурс рисунков в Доме юношества. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с участниками школы молодого политика. Рауль Хаджимба подчеркнул, что политическая культура напрямую зависит от социально-экономического состояния общества. В формировании политической культуры будущего поколения большое влияние имеют действия нынешних политиков. Вы воспринимаете ту политическую культуру, которую старшее поколение вам демонстрирует, заметил президент. Рауль Хаджимба отметил, что человек, идущий в политику, должен видеть свои главной целью благоустройство и развитие государства, а не личные интересы. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства. В парламентском комитете по обороне и национальной безопасности прошло расширенное заседание, на котором была заслушана информация о ходе расследования преступлений, совершенных в отношении семьи Жгамазия. На заседании присутствовали генеральный прокурор Республики Зорабачба, представители общественных организаций. Заместитель генпрокурора Эшсоука Калия сообщил, на какой стадии находится следствие. По его словам, задержанный по подозрению в изнасиловании малолетнего ребенка по-прежнему отказывается от дачи показаний. Представители прокуратуры ответили на ряд вопросов собравшихся. Сегодня на всем постсоветском пространстве отмечается День памяти и скорби. 76 лет назад началась Великая Отечественная война. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. План «Барбаросса», вторжение и захват СССР, стал поворотным в истории Третьего рейха. За первые несколько месяцев наступления гитлеровцы захватили почти всю европейскую часть Советского Союза. Первые внезапные авиационные удары необъявленной войны пришлись по железнодорожным узлам, военно-морским базам, аэродромам. Главная задача нацистской Германии – властвовать в Азии и Европе. Война также нанесла идеологическую подоплеку. Гитлер и его ближайшие соратники фанатично ненавидели коммунистов. На сопротивление немецким фашистам были брошены все силы. На защиту своего отечества стал весь многонациональный народ Советского Союза. Только ценой огромных усилий удалось достичь перелома в войне, а впоследствии изгнать агрессора. Долгие 4 года люди стойко сражались на фронтах и трудились в тылу. Благодаря неимоверным усилиям советский народ выстоял блокаду Ленинграда, Сталинградскую битву, сражение на Курской дуге. В этой войне, длившейся 1418 дней и ночей, Советский Союз потерял около 27 миллионов человек. В годы войны в Абхазии было развернуто большое количество военных госпиталей, в которых проходили курс лечения десятки тысяч раненых бойцов. Более 55 тысяч жителей Абхазии ушли на фронт, более 17 тысяч не вернулись. Из них 22 жителя республики были удостоены высочайшего звания Герой Советского Союза. Воины Абхазии героически защищали свою родину в Брестской крепости, на Кавказе, на подступах к Москве, у стен Ленинграда и Сталинграда, под Севастополем, Новороссийском и Одессой, освобождали страны Европы. Среди героев Советского Союза Владимир Харазия, летчик-штурмовик Кезем Агарба, повторивший бессмертный подвиг Гастелло, защитник дома Павлова Алексей Цугба, первая летчица абхазка Мэри Авицба. Невозможно переоценить вклад в победу участников партизанского движения, подпольщиков, сражавшихся в тылу врага. Стратегически важной целью советской армии было не пустить врага на Кавказ. Бои проходили на перевалах Крестовый, Марух, Кохора, Санчара. Сегодня в районе перевала Санчара установлен мемориальный памятник в память о павших в бою за родину.
Великая Отечественная война вошла в историю человечества как самая кровопролитная. Советскому народу предстояло пройти через нечеловеческие испытания, выстоять и победить, избавить мир от фашизма, показав всем, что дух солдата Красной Армии не дано сломить захватчикам. Никто и предположить не мог, что названия городов-героев станут известны всему миру, что Сталинград станет символом стойкости людей, Ленинград – символом мужества, Брест – символом отваги, что наравне с мужчинами-воинами землю от фашистов героически станут защищать старики, женщины и дети. Вечная память погибшим, вечная слава выжившим. Сария Смыр, Абхазское телевидение. В Москве подписано абхазо-российское соглашение о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами отдельных категорий граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии. Соглашение вступит в силу после ратификации Государственной Думой России и Народным собранием Абхазии, предполагает обеспечение льготных категорий граждан как лекарственными препаратами, так и расходными медицинскими материалами. По словам министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия, данное соглашение – это первый шаг к широкому взаимодействию медицинских учреждений России и Абхазии. В ходе подписания состоялось обсуждение широкого спектра вопросов взаимодействия министерств здравоохранения двух стран. Речь зашла и о подготовке к подписанию соглашения об организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях Российской Федерации в рамках ОМС. Об этом сообщает отдел информационных технологий Министерства здравоохранения Абхазии. Сегодня исполнилось бы 85 лет журналисту, писателю, общественному деятелю, активному участнику национально-освободительного движения абхазского народа Анатолию Возба. Вечер его памяти, организованный Союзом журналистов, прошел накануне в Сухуми. Звучало много воспоминаний и теплых слов. Эти черно-белые фото перенесли всех на полвека, а то и больше назад. На них Анатолий Возба, совсем еще молодой. Его коллеги и друзья вспоминают, каким он был, как любил то, чем занимался. И в каждой истории о нем смелость и любовь к родине. Анатолий Возба по профессии филолог. После института он проработал в родной Лыхнинской школе, затем в районном отделе образования. Но смыслом жизни писателя стала работа в районной газете «Бзыбь». С того времени определяется и жизненный путь мастера слова и литератора. Именно здесь он себя и проявил как журналист. Начинал с литературного работника, затем был заместителем редактора и до конца жизни являлся редактором этой газеты. Он умело переносил на бумагу все, что тревожило общество в то время. Он писал на простом и понятном читателю языке, потому и был востребован. В нем нуждались простые жители, видели в нем защиту своих интересов. Анатолий Возба был убежден в том, что его публикации, пусть даже не намного, помогут исправить ситуацию в лучшую сторону. Говорил о политике, о чиновниках и бюрократах откровенно. При этом сатира и юмор всегда были его спутниками. Вот его юморесками, сатирическими рассказами, фельетонами зачитывались все. Я помню, даже как-то я пошла на рынок в рабочий день, и там вот за прилавком продавщицы читают его фельетоны. Я знаю, что его фельетонами зачитывались и в чиновничьих кабинетах, и в Тбилиси. Несмотря на то, что это было на абхазском языке, сейчас вот говорят, что национальную газету не любят читать, кто ее читает, зачем она нужна. Если напишешь хорошо, на уровне Анатолия Батовича будут читать. Он писал о том, о чем другие молчали. Его оружием против исторической несправедливости было перо, которое Анатолий Возба умело использовал. В этом ему хорошо помогало знание истории своей страны. Постепенно в газете «Бзыбь» начинают публиковаться и другие писатели и журналисты. В их материалах начинает прослеживаться четкая позиция относительно происходящего в стране. Все они становятся активными участниками национально-освободительного движения абхазского народа. Только смелый человек, имеющий бесстрашное сердце, наверное, да, и огромное желание, чтобы мечты осуществились и реализовались, как у Анатолия Батовича, мог не просто думать о том, что нельзя было, но еще об этом говорить открыто. Вот Анатолий Батович это мог.
Внучки Анатолия Возба, Хибла и Милана сегодня здесь, среди его коллег. Старшая Хибла почти не помнит деда, но судит о нем по теплым воспоминаниям его друзей и соратников. Сегодня, уже будучи достаточно взрослым человеком, да, часто на такую мысль сама наталкиваюсь о том, что как бы мне хотелось знать его сегодня, да, будучи уже взрослым человеком, таким достаточно сформировавшимся. Вот сегодня один из таких дней, когда я чувствую, что я узнала его ближе. И большое всем вам за это спасибо. Литературный критик Руслан Кабба хорошо знал Анатолия еще со студенческих лет. Именно тогда он и написал известную повесть «Хаджарат Кяхба». Главный герой был не просто реальным историческим персонажем, но и близким родственником автора. Руслан Кабба отметил, что был впечатлен произведением. Еще больше эта повесть ему стала близка, когда он лично познакомился с писателем. Всю жизнь Анатолий Возба посвятил служению Родине. Сегодня его нет с нами, но он останется в сердцах тех, кто его знал, как справедливый, мягкий и светлый человек. Сима Аргун, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. Третий заключительный день международного фестиваля Фазиля Искандера «Стоянка человека». В этом году впервые в работу фестиваля вовлечены дети. В Сухумском доме юношества прошел конкурс детских рисунков по мотивам произведений писателя. Конкурс посетили организаторы фестиваля. Обо всем подробно в материале Ирины Аршба. Этот мир еще не окончательно протух, и он в самом деле стоит нашей отваги жить и быть человеком. Фойе СДЮ увешано цитатами нашего великого соотечественника. А главный символ этого мероприятия – маленький чик из мухуса. Во дворе стоит та самая груша, в конкурсном зале ее сладкие плоды. Перед конкурсантами непростая для их лет задача. Еще накануне им был показан фильм Генриха Габая «Время счастливых находок», а здесь будут зачитаны отрывки из рассказов о Чике. Молодым художникам надо перенести образы, возникшие во время чтения и просмотра фильма, на бумагу. Иногда это бывает очень трудно, потому что иногда у тебя возникает картинка в голове, но ты из-за отсутствия каких-то навыков не можешь ее воплотить в реальность. Но надо попробовать. Я люблю рисовать эти натюрморты. Или у меня есть персонажи любимые, и я их с компьютера срисовываю. Если, да, конечно, есть фантазия, то можно нарисовать, чтобы было вдохновение. И тем более Фазиль Искандер – это такой легендарный писатель. Он очень интересно писал все рассказы, и они сами представляются в голове, и уже хочется взять кисть и нарисовать это. Как говорится, не победа, а участие главное. А Искандера я читал, да, несколько произведений. Мое любимое произведение о том, когда он ходил с дядей гулять-то, дядя был сумасшедший. То есть об этом, да. Воспитанники школы живописи «Айнар», учащиеся студии Марины Пилия, секции живописи СДЮ и художественного училища пробуют силы в конкурсе. По словам директора Дома юношества Елены Кубахи, это не просто приятное времяпровождение, а проникновение в суть произведений и мыслей Фазиля Искандера. Ощущение разумности и гармонии мира, счастье от того, что ты живешь, этой радости удивительно от этого многообразия мира. Вот это слово Фазиля чрезвычайно важно именно сегодня. Поэтому это особенный фестиваль. Это фестиваль, который надо проводить, и надо, чтобы он жил постоянно, чтобы он в нашу плоть и кровь вошел. Все как положено на конкурсе. Участники, болельщики, жюри. Оценивать работу детей очень сложно, ведь в юном возрасте все чисты и искренни, и каждая работа по-своему талантлива и уникальна. У меня 7-8-летние два мальчика, я сам очень часто подсматриваю, что они там рисуют. Иногда ворую эти рисунки, потому что в таком возрасте иногда ребенок рвет этот свой шедевр. Я тихо у них забираю и складирую. И в полной тишине иногда сижу и рассматриваю то, что они нарисовали, пытаюсь вернуться в это состояние. Это трудно. Участники с нетерпением ждут решения жюри. И вот самый главный момент. Все работы достойны похвалы. Жюри долго совещалось. Было заявлено 3 призовых места, но лучшими оказались 7: Александра Сангулия, Сырма Гемуа, Николь Воуба, Артем Жордания, Юрий Алхазов, Диана Нормания и Ева Пилия. Очень трудно было найти 1-е, 2-е, 3-е место, поэтому было 7 призеров, и они все молодцы.
Выбирать нелегко, потому что много замечательных работ, и видно, что они все очень искренне делали. И чувствуется, как сказать, любовь, во-первых, к рисованию, это тоже очень важно. Вот. Но все-таки, конечно, какие-то там более соответствуют заданной теме, какие-то менее, но они интересны по-другому. Всем участникам вручены грамоты. Им также подарили футболки, специально подготовленные к этому событию, а победители получили памятные призы. Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия поздравила всех с успешным завершением конкурса и пожелала дальнейших успехов. И напоследок фото на память возле той самой груши. Ирина Аршба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Сегодня же в рамках международного фестиваля «Стоянка человека» состоялась литературная экскурсия «Карта Сухум Чика по Мухусу». Экскурсия началась у дома Чика, у дома, в котором вырос Фазиль Искандер, затем детский сад и школа. Участники прошлись по местам, по которым бегал босоногий Чик и его друзья. Вышли на набережную Махаджирову к скульптурам Чика и девочки с курицей. Студенты Абхазского госуниверситета были гидами экскурсии. В каждом месте остановки они читали цитаты из рассказов о Чике, связанные с именно этим местом. Завершилась экскурсия в Русдраме. Здесь состоялись литературные чтения с участием актеров и писателей, а также церемония закрытия 3-го международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». К другим темам. Решать актуальные общественные задачи при помощи искусства призван новый социально-культурный проект «Море», который был презентован сегодня в Сухуми. Он объединил в себе деятелей искусства Абхазии для совместного решения актуальных общественных задач при помощи искусства, творчества, созидания и развития. Финансовую помощь проекту оказывает благотворительный фонд «Амшра». Подробности в материале Алики Трапш. Как быть, а не казаться патриотичным, функциональным и успешным? Именно так звучит девиз проекта «Море». Главной целью и задачей проекта является становление статуса Абхазии как развивающейся культурной республики, выход на мировую культурную площадку и налаживание культурных и экономических связей с мировым сообществом. Идея создания данного проекта возникла у молодого архитектора-дизайнера Елизаветы Шаповаловой. Ее поддержали 10 человек, занимающихся различного рода творчеством и не безразличных к проблемам своей страны. Русудан Кобякова, Тимур Ломия, Бислам Богателя, Кама Каци, Архип Лабаху и другие. Первым делом в своей работе организаторы проекта «Море» планируют создать коллекцию брендовых товаров, средства от продажи которых будут идти на восстановление и благоустройство городов Абхазии. Хотелось бы создать бренд Абхазии, который бы объединил все визуальные сферы восприятия, начиная от архитектуры, дизайна, скульптуры, малых архитектурных форм, графики, возможно, разработки рекламной идентики, возможно, в этот процесс включатся крупные организации и будут использовать те самые предложенные нами концепции для именно поддержания этого общего облика. Как отмечают участники проекта «Море», во всех городах и районах Абхазии встречается большое количество зарубежных элементов архитектуры, дизайна, живописи, графики. Они же планируют в своих работах отразить модернизированные национальные элементы. Мы между Востоком и Западом, да, и где-то посередине. И это все отражается в архитектуре, это все мы используем каждый день. И это все имеет место быть, но это все не сформулировано. И вот мне бы хотелось, чтобы на выходе мы имели такой продукт, который можно очень четко, функционально и по факту реализовывать. То есть чтобы это осталось не бумажной архитектурой, не бумажным проектом, а реализуемым. В конце августа организаторы проекта планируют провести первый международный фестиваль искусства Абхазии «Море-фестиваль». На участие в нем уже подали заявки более 100 артистов из 8 стран мира. Организаторы уверены, что фестиваль будет способствовать формированию и укреплению творческих связей и обмену профессионального опыта между деятелями искусства различных стран. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. 23 июня на большой сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба студенты 3-го курса Абхазской студии актерского факультета Театрального института имени Щукина покажут сцены из разных пьес. Актеры будут играть на русском языке сцены из пьес Вильяма Шекспира, Жан-Батиста Мольера, Антона Чехова, Еврипида, Жана Аннуй, Бертольда Брехта, Карла Гальдони. 25 июня студенты покажут спектакль «Игроки». 28 июня «Махаджиры». Начало в 19 часов. Вход свободный.
24 июня в московском конно-спортивном комплексе «Пегас» будет разыгрываться Кубок Абхазии по конкуру. Соревнования организованы мастером спорта международного класса, чемпионом СССР и России Харламом Симоня при поддержке президента Абхазии Рауля Хаджимба и московской абхазской диаспоры. На соревнованиях нашу страну будет представлять мастер спорта международного класса по конкуру Наталья Симоня. И в конце выпуска, как обычно, о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Утром возможен дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 25-29 тепла. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.